Добрый день, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Простите меня, что я давно не показалась, не поздоровалась с вами. Вот сегодня выкрала немножко время и хочу снимать немножко ролик, потому что мои подписчики стали переживать. Многие пишут ВКонтакте, почему я не выхожу на связь. Вот, мои хорошие, с нами все хорошо, просто дел очень даже много. Вот мои перчики, помидоры, цветы. Здесь тоже помидоры. Посмотрите, когда я вам показала, они были очень-очень даже тоненькими. Но для дома, я думаю, это нормальное явление. Когда пересажу в теплице, у меня будет потом хорошая рассада. Здесь и рассада цветочков. Немножко посадила огурчиков на первое время в теплице. Хочу посадить, вот они. Здесь петунии у меня. А здесь мои малыши. Им 4 дня. Это чистый бройлер. Кросс 380, по-моему. Ну, знаю, что не КОП 500. Да, Кросс 380. Здесь у меня вода. Здесь кушают они. Еда, сухой комбикорм. Я специально у них вот покупала вот такой комбикорм. Посмотрите. Съездила я в Ашкадар. Это где Оренбургский тракт. Рядом с Стерлитамаком. Я вам как-то показала, что оттуда я брала цыплят. Мне там нравится. Посмотрите, какие хорошие вот эти бройлеры. Вот они, суточные они у меня были. Сейчас им по 4 дня. Брала я их по 70 рублей. Еще я взяла очень даже интересных цыплят. Это называется голошейка. Посмотрите, какие интересные цыплята. Голошейка. Это не бройлер. Это будет курица простая, но чуть больше простой курицы. Оказывается, они несутся каждый день. У них мясо вообще очень даже нежное, сказали мне. Но я и в интернете тоже прочитала. Я задала такой вопрос. У них шея голая. Также и будут они и зимой, круглый год. На улице, наверное, они замерзнут. То есть в сарае зимой. Но, говорят, не замерзнет. Я не знаю. Что-то больно не верится. Посмотрите, совсем шея голая. И как это может не мерзнуть? Наверное, для этого нужен теплый сарай. Ну, взяла таких 11. Ну и ладно, попробуем. Вот они какие хорошенькие. А сюда я сыпала вот остаток сена, мелочь. Им очень даже нравится. Прямо они быстренько съедают. Пинаются, ковыряют. Им это нравится. Зато здесь сухо. Вот солома уж не так. Опилка тоже. У меня в этом году опилки нет еще пока. Но зачем мне опилка, если у меня есть остаток сена, мелочь. Еще мне давали витамины. Вот они суточные. И мне дали вот такие витамины. Первые 3 дня профилактика кишечных и респираторных заболеваний. Я уже это все дала. Теперь у меня с 4-го дня начинаются витамины. Вот я утром дала витамины.
Но тут сколько-поскольку. Например, профилактика кишечных и респираторных называется Инрокл. Тут сколько насколько пишут. Еще витамины пишут. Вот. Потом с 14 дня 5 дней надо будет поить ампролиумом от коксадиоза. Вот тоже 4 грамма на 10 литров воды. Но у меня тут банка 2-литровая. Мне очень даже это удобно. Вот еще когда будет моим малышам 21 дней, буду поить терновитом. Тоже от микоплазмоза. Ну, я посмотрела, все поняла и им даю. Закрываю я тюлем вот таким. Когда куда-то ухожу, я боюсь, что Арчи нападет на них. Я еще не знаю, как будет относиться наш кот. Вот они какие бодрые. О чем-то пищат, болтают. Я так долго-долго наблюдаю за ними. Это очень даже интересно. Иногда они начинают друг друга клевать, обижать друг друга. Наверное, это и есть петухи. Они, петухи, всегда дерутся. Вот, пока они пьют витамин. Вот у меня тут вода немножко осталась. Когда закончится, я уж буду доливать. Вот мои хорошие. Бройлеров я взяла всего 30. А голошейку взяла я 11. Я думаю, нам этого хватит. Еще я думаю брать утят. Посмотрим. Решим, корм дорогой. Вот 10-килограммовая комбикорма стоит вот это 500 рублей. Пока, конечно, они много не кушают, но скоро 10 килограмм вообще на один день будет. Зерно у меня есть, пшеница, надо будет перемолоть. Картошку у меня мелочь очень даже много. Мне еще брат зяки привез. Они каждый год мне и племянницы, и брат с женой, они мелочь всегда мне привозят для скотины. А это вот одна трава, вот. Это сено. Мелочь. Здесь у меня камера что-то серое все показывает, а на самом деле сено зеленое. Но им нравится. Ты что хочешь? А? Прыгает на телефон. Ты что, тоже хочешь на телефоне сидеть, да? Не рановато ли еще тебе? Мои хорошие? Вот какие они интересные. У них уже крылья появляются. Вон голошейка быстро уже отпускает крылья. Смотрите. И красотулечки мои, пушистенькие, мягенькие. Ну, отдыхайте, кушайте, играйте. На улице у нас тоже все растаяло. Здесь у меня стоит газовая плита. Я поменяла газовую плиту, срок истек. Купила такую же плиту, мне поставили. Купила еще печку отопительную. АГВ тоже будут менять. Срок вышел. Повесила виноград. Розы тоже благополучно зимовали.
Вот здесь у меня уже нарциссы выходят. На улице очень-очень даже тепло. Вот нарциссы здесь я перекопала. Тоже вот розы, они зеленые. Виноград повесила. Здесь у меня скоро будут пионы. Там кошка какая-то. Наш Арчи очень даже любвеобильный. Все кошки у нас. Сюда мы также поставим, наверное, беседку. Здесь надо убираться еще. Вот начали здесь копать потихоньку. Елочки зеленые. Вот здесь тюльпаны у меня немножко появляются. Вот. Пора уже белить бордюры, деревья. Ну, где-то вот так. Здесь у нас гуляют курочки наши. Вот. Вот эта курочка, которую осенью я покупала. Не курочка, вот рыжая. Вот курочка. А тот, наверное, петух, потому что перья какие-то крупные. Вот сейчас отсюда покажу. Мне, конечно, петуха не надо было. Петух у нас вот тоже любвеобильный. Скоро здесь тоже надо будет убираться. Дел очень даже много. Поэтому мне и ролики снимать некогда. Вот наши красавицы. Вот они. Тоже им даю сено. Остаток сена. Им тоже очень даже нравится. Вот. Дальше тут огород. Огороде осенью убирались. Перекопали мы с ребятишками. А вчера я попросила соседа, он нам спахал. Не хотелось нам перекопать. Вот печка нас ждет. Скоро начну готовить здесь на улице корм. Дров вот столько всего осталось. Уже я заказала. Когда привезут, я не знаю. Пока есть топить баню. Всем. Поэтому и не торопимся. Когда начнут работать, тогда привезут. Вот у меня клубники появились. Чеснок тоже нормальный. Здесь я вчера сделала 2 грядки. Одну грядку я посадила. Морковь. Уже поздно было, я зашла. А здесь я посажу 2 грядку тоже. Тоже хочу посадить морковь. Мы морковь очень много употребляем. Делаем морковщу. То есть морковь по-корейски. И так мы любим морковь. Вот там у нас появляется уже лук зимний. Вот клубники. Тоже здесь перекопали. Сосед проехал на мотоблоге. Как хорошо иметь таких соседей. Мне с соседями повезло. Здесь еще пока ничего абсолютно не делаем. Мы здесь снег перекидали. Все растаяло. Вот хризантемы мультифлора. Надо будет у Артура спросить, когда их пересажать. У нас ночью до -4 морозы, поэтому я боюсь. Днем плюс до 15, до 16 градусов. Вчера я купила вот такую
розочку вьющуюся. Посмотрим, что будет. Когда-то я покупала, у меня, конечно, не роза вьющая была, а шиповник. У многих так было. Роза свела, но свела как шиповник. Поэтому я выкопала и выбросила. Еще я не помню, вот такую штуку я купила. Это растет как куст, но даже говорит продавец, как дерево, не знаю. Вот здесь маленькие цветочки. Я у нее еще раз спрошу. Она на рынке стоит, продает. Цена стоит 700 рублей, вот этот маленький кустик. А роза 500. Ну, я взяла. Мультифлоры тоже у меня не пропали. Держала в подвале. А здесь у меня семена моркови. Вот еще надо будет посадить. Ну вот, что еще вам показать. Коза жива-здорова. Очень сильно похудела, потому что 3 детей, вы сами знаете. Я вчера отдала в добрые руки 2 козленка. Мальчики они. Наша звезда Ютуба в этом году родила тройняшек мальчишек. Поэтому я отдала уж сегодня утром. Подоила остаток молока. Молока, конечно, хорошие, вкусные и нормальные. Еще 3-го малыша договорилась отдать в добрые руки. Конечно, девочки были бы, я бы парочку оставила для себя, но девочек, к сожалению, она не родила. Вот лук зимний у нас. Скоро будем пирожки с луком, яйцом готовить. Аллависа. Ну вот. Вот у меня один куст. Мыши сгрызли. Остальные кустики все живы и здоровы. Здесь у меня барбарис. Колючий. Как будем собирать, не знаю. Вот, с прошлого года ягоды остались. А там дальше смородины новые. Очень люблю черную смородину. Прямо люблю ягоды кушать, варенье, джем. И все. На улице тепло. Чуть-чуть ветер есть. Ну, очень даже тепло. Я даже раздетая хожу, и не холодно, нисколько, как будто я дома хожу. На улице очень хороший воздух, свежий. Скоро надо будет здесь побелеть деревья тоже. Птичка поет. Слышите, мои хорошие? Топится у меня баня. Дети после школы, старший пошел на волейбол, а младшенький в музыкальную школу. Придут, скоро накормлю их и выйдем немножко поработаем. Они будут мусор собирать. Ну, на этом свой ролик заканчиваю. Всем желаю самое главное здоровья, удачи, семейного благополучия и мирного неба над головой. Вы меня не потеряйте. Пишите по возможности, я вам отвечу.
Всем пока-пока, до следующих встреч.